Айсан Сергеевич, об эпидемиологической ситуации в Якутии на данный момент? На данный момент она не изменилась. Эпидемическая ситуация по республике. У нас на данный момент 7 больных. Они все сейчас проходят лечение. Состояние в целом удовлетворительное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры. Хочу сказать, что те анализы, которые проводились и вчера, и проводятся сегодня, они пока все отрицательные. Это хорошая новость. Установлен полностью круг тех лиц, которые контактировали со всеми 7 болевшими, и сейчас проводится уже их обследование. Часть из них изолирована в обсерватории, часть находится на самоизоляции. И, в принципе, здесь мы проблем не видим, потому что люди уже, после всех событий, которые были последние дни, достаточно уже проявляют понимание ситуации, не скрываются. Конечно, бывают случаи, когда и были пару дней назад попытки еще скрыться и так далее, но с помощью органов внутренних дел все эти граждане были задержаны и доставлены в обсерватор. Хочу также подчеркнуть, что особое внимание мы сейчас уделяем выявлению тех лиц, которые приезжают к нам из-за границы. Это не только иностранцы, но в первую очередь граждане Якутии, которые находились за границей. Сегодня могу такую статистику сказать, что прилетело к нам в аэропорт Якутск 991 человек. Из них выявлено 54 человека, которые сейчас подлежат самоизоляции в силу того, что они из-за границы прилетели менее чем 2 недели назад. И этим всем 54 вручены уже требования по самоизоляции. Часть уже, которые иностранные граждане, они уже доставлены в обсерватор. Это говорит о том, что достаточно большое количество людей из-за границы все равно к нам прилетает. И еще раз особое внимание прошу жителей Якутии, которые прибыли в Якутию в течение последних дней, которые вернулись из-за границы менее чем 2 недели прошло, в обязательном порядке самоизолироваться и в обязательном порядке обратиться в учреждение здравоохранения ваши, в поликлинике или на горячую линию, потому что вы сейчас обязаны просто пройти самоизоляцию, и пройти соответствующие анализы в случае необходимости, в случае, если, например, у вас сейчас есть симптомы ОРВИ. Это очень важно в первую очередь для вас, для вашего здоровья и для здоровья ваших родных и близких. В целом, еще раз хочу подчеркнуть, что штаб наш работает в таком постоянном круглосуточном режиме, и ситуация находится полностью под контролем. Спасибо. Интернет-газета в Якутии.ру. Айсан Сергеевич, добрый день. Глава Якутии Айсан Николаев в прямом эфире озвучил последние данные по эпидемиологической ситуации в регионе. Оставайтесь с нами. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты.